Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Я поздравляю жителей Якутии с зажжением новогодней елки в первой стране. Повелитель холода Чесхан передает символ холода Дедушке Морозу. Каждый житель Якутии знает, кто такой жеребенок Току. Скоро он станет символом нового 2026 года. На площади Ленина, столице Якутии, новогоднюю елку зажег глава Якутии Айсен Николаев. Дорогие друзья, 1 декабря наступило, и всех можно поздравлять уже с наступающим Новым годом. Я от всей души желаю всем нам мира, добра, победы. Большое всем спасибо, что собрались здесь традиционно на зажжение нашей новогодней елки. И давайте, как всегда, мы традиционно скажем, что должны говорить? Раз, два, три, елочка! Горит! Таким образом дал старт новогодним елкам по всей стране. Всех поздравляем с началом новогодних сказочных дней! Дорогие жители города Якутска, неожиданная новость. Открылся новый расчетный центр акционерного общества «Водоканал». Он переехал с Петра Алексеева, 62 на Богдана Тижика, 19. Но заехать надо с Бестужева-Марлинского, прямо перед 5-й поликлиникой. У нас работает 3 центра обслуживания населения, да? Это по адресу Орджоникидзе, 50 и Курнатовского, 1/2А в торговом центре «Соседи». Эти центры обслуживания населения остались у нас. С 1 декабря у нас открылся новый центр обслуживания абонентов, в котором вы можете получить полный комплекс услуг. Можете оплатить за услуги АО «Водоканал» холодное водоснабжение, водоотведение, получить консультацию юриста, заключить договор реструктуризации и также встретиться с инспекцией АО «Водоканал» для решения любых вопросов. Обязательно нужно оплачивать до 10 числа следующего за расчетным месяцем, передавать показания с 20 по 25 число любым способом, через колл-центр, через личный кабинет. Также у нас есть ящики для приема показаний. И своевременно вносить оплату. Частный сектор у нас активно подключается. Ежедневно у нас заключаются договора с частным сектором на техприсоединение, ну и на услуги холодное водоснабжение и водоотведение. Сюда подходите со всеми документами обязательно, с копиями документов и подаете. Уважаемые абоненты, с 1 декабря у нас стартовала акция «Новый год без долгов». Среди физических лиц на прямых договорах на непосредственном способе управления при оплате до 30 декабря за ноябрь месяц в январе будет полностью списаны пени. Новый год без долгов. На очередной 21-й сессии Якутской городской думы принят бюджет городского округа город Якутск в первом чтении на 2026 год и на плановые 27 и 28 года. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов подчеркнул, что главный финансовый документ сохраняет свою социальную направленность и был тщательно изучен на заседаниях 11 постоянных комиссий Якутской городской думы.
Стоит отметить, что бюджет города остается социально ориентированным. Если говорить о параметрах нашего бюджета, то он по доходам бюджет города составляет сейчас 17 миллиардов 400 миллионов рублей, по расходам 18 миллиардов рублей. И дефицит бюджета у нас сейчас в рамках бюджетного кодекса составил 618 рублей на данный момент. В начале сессии начальник департамента экономики и стратегического развития окружной администрации города Якутска Айсен Тихонов предоставил прогноз социально-экономического развития, на основе которого сформирован был проект бюджета. Прогноз подготовлен в двух вариантах – базовом и целевом. Базовый сценарий отражает наиболее вероятный ход событий. Целевой сценарий предполагает частичную отмену санкций, умеренный рост цен на энергоносители и реализацию крупных инвестиционных проектов. У нас направлены средства на национальную экономику, на общегосударственные вопросы, ну и, конечно же, на развитие жилищно-хозяйственной деятельности города Якутска. Предусмотрены финансовые средства на реализацию национальных проектов. Это 2 проекта «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Там предусмотрено где-то 500 миллионов рублей. По развитию образования самый большой объем средств и финансовые средства по развитию образования, они по сравнению с 2025 годом выросли. С учетом того, что вырастет заработная плата у работников бюджетной сферы, которые финансируются из городского округа города Якутска. Да, вот как раз сейчас у нас идет заседание ЛТУМЭН, да, будет идти несколько дней по утверждению бюджета уже нашего регионального. И мы узнаем, какие межбюджетные трансферты будут предоставлены городу Якутску. И уже этот бюджет уже полностью сформированный, и мы во 2-м чтении примем в конце декабря. Ко 2-му чтению мы должны, в общем-то, получить ответы на наши вопросы, да, и рекомендации, чтобы во 2-м чтении вот те наши вопросы, которые мы озвучили, были обязательно учтены. На очередной 21-й сессии Якутской городской думы с претензиями выступил депутат Якутской городской думы Владимир Ю. О недостаточной работе с садоводами города Якутска. Депутат напомнил о 3 миллионах, выделенных для регионального отделения Союза садоводов России депутатами Якутской городской думы в начале года на нужды 36 садовых некоммерческих товариществ, входящих в состав садоводов, на содержание дорог и ресурсных сетей. Но деньги не попали к Союзу, а были выделены окружной администрации одному СНТ и на одну дорогу. На одной из комиссий прозвучала мысль, что город вообще не обязан вести какие-то денежные обязательства в отношении садово-некоммерческих товариществ, но есть у нас СНТ, который находится в черте города. Даже у них зона ИЖС, то есть они внутри города находятся, и подъездные пути у них в очень плачевном состоянии, они скидываются сами. Тут дело не только в дорогах, тут очень большая социальная функция, овощи и КРТ. На этой очередной сессии 21-й Якутской городской думы должны были принимать решения по садоводо-некоммерческому товариществу «Сатал» о приведении правил землепользования в соответствии согласно генеральному плану города Якутска. Но этого, к сожалению, не произошло. Да, по территории Сатала все юридические вопросы были сняты, и вот территория кварталов 9, 10, 11, молодежная, они на зонах приведения садоводства. То есть на указанной территории можно строить жилье. Мы ждали же 2 года. Получается, 23 ноября 23 года, а сегодня 2 года почти ровно прошло. И, наконец-то, мы ожидаем, что депутаты на ближайшей сессии рассмотрят наш вопрос и внесут изменения в правила землепользования. Судебное заседание было 29 апреля, и судом вынесено решение о том, что да, действительно, это правило не соответствует генеральному плану, и поэтому признано незаконным. Городские депутаты должны выполнить решение Верховного суда Якутии по СНТ «Сатал». Но это все зависит от выполнения и предоставления
документов окружной администрации города Якутска. В третий раз прошли публичные слушания по инфраструктурному сбору окружной администрации города Якутска. Публичные слушания вел руководитель департамента строительства и транспортной инфраструктуры города Якутска Иван Гуляев. Он сообщил, что сбор пойдет на строительство пристроя в школе в 203-м микрорайоне города Якутска на 550 мест. Начальник департамента экономики и стратегического развития Якутска А.С.Н. Тихонов отметил, что строительство социальных объектов отстает от темпов жилищного строительства, которое финансируется из федерального бюджета. Поэтому предлагается особое подписание соглашений с застройщиками с рассрочкой на 3 месяца по цене 3097 рублей за квадратный метр. Но застройщики считают, что инфраструктурный взнос приведет к увеличению стоимости квадратного метра и ляжет на плечи покупателей. Застройщики точечного строительства выступили против введения взноса на фоне налоговой реформы, которая вступает в силу 1 января нового года, и предложили ускорить строительство социальных объектов за счет федеральных средств. И все-таки инфраструктурный сбор окружной администрации принимать пока рано. Даже новая налоговая реформа еще не заработала. Дорогие депутаты Якутской городской думы, может, подождем? Кстати, телепрограмма «Точка взаимодействия» приглашает к сотрудничеству. Тем более сейчас впереди у нас Новый год. О ваших успехах, а может быть и о ваших проблемах, расскажет наша телепрограмма. Приглашаем к сотрудничеству. Наш телефон 753-111 МТС. Но только сообщения. А потом мы вам перезвоним. Зима начинается с Якутии, и одно из этих мероприятий проходит в историческом парке «Моя история», а именно открытие новогодней выставки «Елка, шарики, мороз». С позиции вы можете напитаться новогодним настроением, лично посмотреть на игрушки прошлых эпох, а также на персонажей, которые встречали Новый год сотни лет назад. У нас вы можете найти некоторые идеи для своих новогодних праздников, как минимум рецепты блюд. Приглашаем всех на новогоднюю выставку к нам в исторический парк по адресу Уткина, 5. Всех с наступающими праздниками! С вами был журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия».